Сегодня в выпуске. Наврали ли нам в данных АСУ? 100 дана тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти? Откуда взялись 78 тысяч голосов и куда они делись? Баары келди азыр токтоду. Азыр ушул жерден балекеттин баары жасала турган мезгил. Кто избегает ответов на вопросы? Мне урган жокпун, это не я. Я ошиблась номером. Итак, мы начинаем, а вы пока подпишитесь. Здравствуйте. Наш сегодняшний выпуск про прошедшие выборы. 15 декабря озвучены итоги. Прошедшие партии уже отпраздновали, а не прошедшие же партии помитинговали и погоревали. Ну и успокоились и смирились. Были сомнения на стадии подсчетов и даже были сбои в системе. Сайт показывал завышенные данные, процент общих голосов достигал аж 170%, но ЦИК быстро все разрулил и объяснил. Это ошибка маленькой таблицы удобного отображения данных в кратком виде. И она такова и есть. Ни сервер, ни система отображения основного сайта никогда не давала сбой. Все данные достоверны. Я это гарантирую. Но действительно ли мы получили именно тех депутатов, за которых голосовали? Действительно ли компьютер не врет, как нам говорил до этого глава государства Садыр Джапаров? Посмотрите наш выпуск до конца, и вы поймете, что по этому поводу есть такие сомнения. Итак, поехали. Сомнения возникли в ночь после выборов. Али Тохтакунов не спал как минимум до 5 утра и отслеживал сайт, куда публиковались изменения в результатах. Али Тохтакунов көрсөтүлгөн добушчу. Мен толук ат жөнүм Тохтакунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 дана тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти? Первые данные взяты из прямого эфира партии Атамикен. Второе видео Али снимает сам и открывает данные со своего компьютера. То есть с приходом чеков АСУ с новых участков число проголосовавших должно увеличиваться, но никак не уменьшаться. Ну и сами член ЦИК удивляются, как так получилось. Андай такыр болбош керек, бирок ошол биринчи результат менен азыркы алган добушун деле карап көрсө болот да. Биринчи алган добушунан азыр бир жок дегенде 1-2 добуш көбүрөөк же болбосо бирдей болуш керек. Азайбайт, 1-2 добушка көбөйүшү мүмкүн. А так азайбайт. Ну и мы удивились и решили провести собственное расследование. На сайте Центра избиркома есть отдельный раздел, где опубликовано время прихода данных с избирательных участков. Как мы видим, первыми информацию отправили из Базар-Кургона ровно через минуту после закрытия участка. И это правильно, потому что в идеале данные СУРН при подключении к интернету мгновенно должны поступить на сервер ЦИК. Но на деле оказалось не так. Если верить сайту, то последние данные поступили аж 7 декабря, то есть 9 дней спустя. А верить данным на сайте можно, заверяют нас в ЦИК. Саат 20 саат 30 мүнөт 42 секундта бул жактан мындай келди деген маалыматтар түшүп атпайбы? Ошого толук ишенип турсак болобу ошо жазылып жаткан маалыматтарга? Ооба, асууга эч ким кийлигише албайт да. Ага эч бир ага ишенбей коюшка мүмкүн эмес. Ручной подсчёттоо жанагынтип ал жерде человеческий фактор болушу мүмкүн. И то аны дагы ошол жердеги байкоочулар менен комиссия мүчөлөрү келишип туруп жанагы бир жерине точка коюлуп, бирөөсүнө галочка коюлса, ошол галочкага буга коюлуп туруп, мына точканы эсептебей, галочканы эсептейли деп акт түзүп туруп, ошондо бирден экиден добуш кошулушу мүмкүн да кандидаттарга. А так асууга ишенбей коюшка такыр мүмкүн эмес. Анын асуунун результатын эч ким оңдой албайт да. Это видео с экрана телефона снято нами в день выборов 22:46. И мы видим, что уже 28 ноября было подсчитано голосов из 2310 участков. Но на сайте абсолютно другая картина. Сайт нам доказывает, что 2310 участков были получены ЦИК лишь к 13:50 следующего дня. То есть Али был прав, значит, и за ночь система успела отозвать из сервера часть данных, и потом уже эти участки добавлялись обратно.
А если это так, то кто знает, что случилось с голосами за партии за это время? И зачем ЦИКу так играть с системой? А можно ли доверять времени, указанному на сайте? Переспрашиваем мы уже у другого члена ЦИК. Серверге маалыматтар келип түшүп атпадыбы? Секундасына секунд, минутасына минут келип түшүп атты да. Ушул ошол маалыматка толугу менен ишенсек болобу? Ооба. Серверден эч кандай деле катачылык кеткен жок. Анткени жанагы кээ бир партиялар, талапкерлер кайра санакка бербедиби? Кээ бирөө, мисалы мен ошто өзүм күбө болдум. Кол менен санаган автоматтык урнанын кайра алып чыкканда баардыгы теңдеп бирдей чыкты да. Хотелось бы доверять данным ЦИКа, но тогда и вовсе нужно признать выборы недействительными. Обратимся к конституционному закону. Вывод данных об итогах голосования из автоматически считывающих урн осуществляется участковой избирательной комиссией после 20 часов, но не позднее 23 часов в день голосования. Но мы видим, что данные АСУ приходили и 2 декабря, и 3, и 4, и даже 7. Если даже их несли на руках, то из Москвы, видимо, ехали поездом, и то прибыли бы раньше. А что насчет Сокулука или Схаты? Оттуда ехать не более часа, не говоря уже о самом Бишкеке. К примеру, данные от участка 1156 из жилмассива Кокжар шли аж 2 дня. Хотя, как мы и говорили, данные АСУ при наличии интернета доставлялись за минуту. То же самое происходило и с ручным подсчетом голосов. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования в том же помещении, где проводилось голосование избирателей, из Конституционного закона о выборах. То есть они хотят сказать, что члены участковых комиссий 8 дней безвылазно, без перерывов считали данные? Бред. Но как выяснилось, опять же, как и в случае с АСУ, сайт нам наврал. Члены избирательной комиссии участка 9015 опровергает данные сайта. Протокол они сдали задолго до 7 декабря. Вы не помните, когда вы сдали протоколы? Сразу же, на следующий день после выборов. Но сайт Центра избиркома упорно пытается убедить нас в том, что нет, данные тогда еще не были получены. Так почему же ЦИК не добавлял протокол участка 9015 к подсчету? Почему до последнего мы не могли получить окончательные итоги? Что изменилось за это время, пока протоколы не выставлялись на сайт? Обо всем этом смотрите далее. Оставайтесь с нами. 78 тысяч голосов непонятно откуда взялись и куда ушли. Баары келди, азыр токтоду. Азыр ушул жерден балекеттин баары жасалат турган 11% возможных махинаций. Потому что, говорят, там уже никого нет, хотя мы видим, что они считают. Чей это голос? Шайлдабековой или нет? Не урган жокмун, это не я. Жакшы бүт номерим. Итак, продолжим. Так вот, что изменилось со дня выборов до объявления итогов? Почему так долго ЦИК не выставлял данные протоколов, которые, как мы выяснили, уже давно были у них? Отвечаем. Это невероятно. Никто в здравом уме в это не поверит, но это так. Изменилась в первую очередь явка. Почему никто не поверит, объясню. Явка – это число бюллетеней, выданных на руки избирателям. Окончательную явку мы узнаем сразу же после закрытия участков, еще до начала подсчета голосов. Она неизменна. Количество бюллетеней не может измениться, и это прописано в законе. Окончательные сведения о количестве проголосовавших избирателей основаны на количестве избирательных бюллетеней, опущенных в ящики для голосования, передаются в Центральную избирательную комиссию сразу же после закрытия избирательных участков, но до вскрытия урн с бюллетенями. Закон о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. Явку нам озвучили почему-то не сразу. В 23:00 СМИ напечатали сообщение. На 23:00 на выборах депутатов Жогорку Кеңеша по единому округу проголосовали 32,82% избирателей. Такие данные приводит Центр избирком. Всего голоса по единому избирательному округу отдали 1 215 527 человек. Самая высокая явка в Нарынской и Таласской областях. Самая низкая в Иссыкульской и Чуйской областях.
Источник информагентства 24 KG. А вот официальные итоги выборов, которые появились как пресс-релиз на сайте ЦИК 15 декабря. Число включенных в списки избирателей по единому избирательному округу составило 3 703 420 избирателей. В голосовании приняли участие 1 281 622 избирателей или 34,61% от общего числа избирателей. Но и это еще не все. На портале итогов выборов же мы видим цифру еще больше – 1 293 831. То есть у нас количество выданных бюллетеней стало ни с того ни с сего на 78 тысяч больше. Вы спросите, как так? Я не знаю ответа, честно. Теоретически даже это невозможно. Если вам дали 2 яблока, то вы не могли ни при каких обстоятельствах раздать 3 друзьям по одной. Но у нас упорно пытаются убедить в том, что это возможно. Еще раз. Избирателям выдали 1 215 000 бюллетеней. Количество выданных бюллетеней не зависит от протоколов. Их тупо выдали на руки и зафиксировали с данной биометрикой, выданными чеками, отметкой в журнале, самой урной в конце концов. И больше, чем выдали бюллетеней, в урне их не может оказаться. Но компьютер показывает другое. Итак, зафиксируем. 78 тысяч бюллетеней взялись из ниоткуда. Это ни много ни мало, а 6,4% от числа проголосовавших. Это, считай, одна партия прошла в Жогорку Кеңеш и взяла минимум 5 мандатов. Баары келди, азыр токтоду. Азыр ушул жерден балекеттин баары жасала турган мезгил. Эмне үчүн токтоп калганын билесиңерби? Азыр мына 4 партия баары биригип келип 1 миллиондой добушту алды. Жабылып атканда канча болду эле? Кыргызстан боюнча 1 200 000 жетпеген киши катышты деди. Эгер 4 партия эле миллионду алып алган болсо, калган 3 партияга 200 000 кантип бөлүшөт. Азыр отуруп алып ойлонушат да, ушунун баарын химия башталат. Но и это еще не все. Мы зафиксировали еще одну аномалию. Данные АСУ, то есть компьютерного подсчета, не должны меняться никак, но они менялись. Опять же, вернемся к данным от 28 ноября. Подсчитываем количество голосов, отданных за партии и против всех, вычитаем из общего числа выданных бюллетеней и получаем разницу 158 038 бюллетеней, признаны автоматически считывающими урнами недействительными. А это данные сегодняшние. Делаем такие же подсчеты и получаем 123 745 недействительных бюллетеней. Опять же, теоретически это невозможно. Это не ручной подсчет. Компьютер не может сказать: ой, ребята, я ошибся, давайте-ка я отправлю вам исправленные данные. Разница составляет 34 000 голосов. Взяли и раскидали по партиям, считай. Это уже явное доказательство того, что кто-то менял данные на сайте и на сервере тоже. 34 000 – это ни много ни мало, а 2,8%. Теперь плюсуем с разницей в явке и получаем 112 000. Я не могу это назвать голосами. Это просто та цифра, которая обеспечила кому-то победу на выборах. Это 9,2% или 8 мандатов. Проще говоря, какая-то из партий, а то и несколько партий, могли и не пройти барьер 5%, но это не предельная цифра, с которой манипулировали при подсчете голосов. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, кто получал меньше голосов, а кто больше. Смотрите далее. На участках, где наблюдатели выявляли нарушения, требовали протоколы, Атамекен набирал больше. Номер телефона Шаилдабековой, голос похож на ее. Но, услышав наши вопросы, собеседник утверждает, что она не глава ЦИК. Вы ошиблись номером. Я вообще другой человек. Кто еще не подписался, сделайте это прямо сейчас. Итак, издание КЛОП проделало огромную работу. Привлекло около 3000 волонтеров в качестве наблюдателей на 1000 участков. Зафиксировали огромное количество нарушений. Где-то просто запирались и считали бюллетени без наблюдателей. Где-то не выдавали протоколы и так далее, и так далее. Давайте посмотрим на весь этот бардак, происходивший
после выборов. Көріп жатқаныңыздар массалық түрде бюллетендер Мы стоим даже снаружи ворот, потому что, говорят, там уже никого нет, хотя мы видим, что они считают, никого из наблюдателей внутри нету. Помимо всего, в сам ЦИК поступали жалобы и обращения по нарушениям на участках. Мы же вывели статистическую зависимость. Там, где наблюдатели были активны и подавали жалобы, результаты нескольких партий разнились от остальных участков. И эта зависимость весьма значимая. Социал-демократы и Атамекен в среднем набирали больше голосов там, где наблюдатели были активными, а Ататюрк, Ишеним и Интымак меньше. Чтобы не было ошибок из-за разности предпочтений регионов, мы провели регрессионный анализ по Бишкеку и Чуйской области. Итак, Атамекен набирал на участках с активными наблюдателями на 1,2% больше. Социал-демократы на 1,6%. И третьей партией оказался Интымак. У них наоборот. Там, где наблюдатели активно замечали нарушения и жаловались, партия Интымак набирала меньше, на 1,7%. Ну и прибавляем 9,2%, с которыми жонглировали по явке и недействительным бюллетеням, мы получаем цифру почти 11%. Ровно столько получила партия Интымак, а это 9 депутатских мест в Жогорку кеңеши. Билек тактагазы 600 Бишкектен добуш алыш мүмкүн эмес. Анткени саламдашып, сүйлөшүп, телефонун берип, добуш беребиз деген адамдар болушу мүмкүн. Урматтуу бишкенттиктер, добуш бергендер. Сиздер берген 1000 деген добуш жок, башка партия кетти. Тилекке 600 эле добушун эсептеди. Но это только то, что мы выявили при процедуре подсчета голосов. Не забываем и предвыборную кампанию. Мы взяли жалобы в ЦИК по подкупу избирателей, где можно идентифицировать избирательный участок и кандидатов. И вот что мы выяснили. Итак, город Токмок, участок 7070. Поступает 2 жалобы на подкуп избирателей в пользу сразу 2 кандидатов Джансиитова и Солтобаева. Джансиитов идет как одномандатник, а Солтобаев от партии Ишеним. И партия, и кандидат набирают на этом участке более 200 голосов. Итак, Таласский избирательный округ. На кандидата Чойбекова целый ряд жалоб по подкупу избирателей. Чойбеков побеждает с отрывом от ближайшего соперника на 2500 голосов. В городе Ноокат на Алимджанову Нилуфар поступила жалоба на участке 55-65. Альянс набирает там 49% голосов, сама Алимджанова 37 голосов, уступив на участке лишь Алтынбеку Сулайманову. Ну и со всеми этими вопросами мы решили обратиться именно к главе Центральной избирательной комиссии госпоже Нурджан Шайлдабековой. А вдруг остальные члены ЦИК просто некомпетентно отвечать и делились лишь своими догадками? Позвонили на ее сотовый телефон, представились, спросили, можно ли задать вопросы, озвучили вопросы. Ну и... Нет, вы знаете, кто я, фамилиям, именно айтсаңыз, я вообще первый раз слышу от вас, что это такое, не понимаю вообще. Мына сайтыңызда Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында турат. Жок, байке, вы ошиблись. Во-первых, у меня сайтымда андай жок. Я не этого, не урган жокмун, это не я. По мне, так это ее голос. Но давайте сравним. Поэтому, что такое риск, да? Риск – это то, с чем надо работать. Какой такой нет у меня никакой шайло, я не участвовала, никакой сайт я не заходила. Если это все-таки она, то чего так испугалась отвечать на наш вопрос? Ну да ладно. Давайте резюмируем. Мы выявили как минимум 100 тысяч голосов, и они взялись из ниоткуда и могли быть раскиданы только между партиями. Статистический анализ показал, что Атамекен и социал-демократы набирали в среднем больше на участках с активными наблюдателями, а вот партия Интымак, наоборот, меньше. Цена вопроса 11% от числа проголосовавших, которые, естественно, могли бы повлиять на результат. Да, кстати,
Чтобы не пропустить наше расследование, лучше подпишитесь. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.